Главные события уходящего четверга, 9 октября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный газовый форум. Ключевое событие отрасли. Якутия традиционно принимает в нем участие. Ровно век в небе. Якутии 100 лет назад в республике впервые поднялся одномоторный биплан «Совпич», пролетев всего лишь несколько минут. Выйти из кризисной ситуации или поднять уровень дохода помогает социальный контракт. Расскажем, как эта мера государственной поддержки работает в Нерюнгринском районе. Можно ли в зрелом возрасте восполнить ресурсы здоровья и улучшить самочувствие? Да, считают алданцы, которые занимаются дыхательно-суставной гимнастикой. В столице республики дали старт соревнованиям игры предков. Турнир собрал 37 юных спортсменов из 11 районов республики. В Санкт-Петербурге стартовал международный газовый форум. Ключевое событие отрасли. Якутия традиционно принимает в нем участие. Уже прошли первые деловые встречи. Впереди работа по программе развития газоснабжения и газификации республики на период до 30 года. Сам форум продлится до 10 октября. В деловую часть вошли более 100 мероприятий. Всего же форум собрал более 34 тысяч участников из 54 стран. На одну из площадок газового форума дали пуск газа в регионы России. В Якутии голубое топливо пришло в село Ломтук Амегино-Кангаласского района. В торжественной церемонии запуска приняли участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики России Сергей Цивилев и руководители ряда российских регионов. Церемония прошла в режиме ВКС. Всего же к голубому топливу получили доступ 4000 домовладений в 25 регионах страны. В Ломтуке более 200 домов получили возможность подключения к газу. Это случилось благодаря программе социальной газификации, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Все объекты готовы к пуску газа, проверены. Разрешите приступить к вводу в эксплуатацию объектов и подачу природного газа. Разрешаю. В регионах осуществляют технические пуски. И вот объект. Мы по этому году идем 7-е в стране, 1-е на Дальнем Востоке. Газифицируются целые села новые. Конечно же, это результат большой работы и «Газпрома», и регионального оператора газификации, нашей национальной компании «Сахатранснефтегаз», правительства республики. И планы у нас большие, особенности они связаны с началом реализации большой программы по газификации населенных пунктов, которые примыкают к силе Сибири. И в рамках этой программы у нас 35 населенных пунктов, причем такие крупные центры, как Алдан, Алюкминск, ну и ряд более малых поселков и сел будут газифицированы в период до 30-го года. Сегодня 4 ветеранов боевых действий, получившие тяжелые ранения на полях специальной военной операции, получили ключи от новых автомобилей, адаптированных под управление водителями с инвалидностью. Вручение стало возможным благодаря поддержке республики и Государственного фонда «Защитники Отечества». Все подробности у Александра Хавренко. Дверь открой. Да нет, открывай дверь, Леша. Сказали же еще же раз еще это сделать. Вот так можно сделать, да? Красавчик, да? И посигналить можно. Первая посадка в свой новый автомобиль. Ветеран боевых действий Алексей Карпухин не сдерживает эмоций. Благодаря республике и Государственному фонду «Защитники Отечества» сегодня он стал обладателем нового кроссовера с ручным управлением. Изначально, когда Евгения Леонидовна сказала, давай подадим документы, давайте подадим, мы подали, полного сознания не было, что в действительности так произойдет. Потому что в республике еще никому же не выдавали. Мы первооткрыватели, получается. Наверное, вот сейчас, когда сел, больше осознания пришло, что все-таки мы это сделали, получили. Автомобили собраны в Калининграде на заводе «Автотор» и адаптированы под управление водителями с инвалидностью. Забота о ветеранах, особенно тех, кто получил тяжелые ранения в ходе выполнения боевой задачи, одно из приоритетных направлений правительства нашей республики. Сегодня 4 наших первых героев, которые прошли обучение, получили эти удостоверения, мы им вручили ключи от совсем новеньких автомобилей, которые произведены у нас в России, в городе Калининграде. Это кроссоверы, как я уже сказал, со специальным ручным управлением. И очень надеюсь, что
эти новые транспортные средства помогут им адаптироваться к новой мирной жизни, помогут преодолеть все барьеры и быть активно вовлеченными в общественную и социальную жизнь. У Сергея Монахова водительский стаж более 20 лет. После полученного ранения он уже и не мечтал снова сесть за руль. Но благодаря государственной поддержке Сергей сегодня вновь пополнил ряды автолюбителей. Приятное ощущение. Комфортная машина, спасибо большое. Ну, позитивные эмоции. Год ждал. Ну да, только у меня с правой стороны руль стоял. Ну ничего, привыкну. Легко далось. Я за 2 дня все поменял. В ближайшее время в Якутск прибудут еще 4 автомобиля и еще 4 ветерана пройдут обучение на получение специального водительского удостоверения. И в дальнейшем работа по поддержке и оказанию заботы участникам специальной военной операции в Якутии будут продолжены. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Якутск стал одним из городов, принимающих выставку «Культура для победы». Мультимедийная экспозиция реализована в рамках всероссийского проекта и охватит собой 6 регионов. Подробности знает Анастасия Пуляева. В эти дни Якутск принимает мультимедийную выставку «Культура для победы». В рамках всероссийского проекта экспозиция откроется в Москве, Волгограде, Тюмени, Ростове-на-Дону, Липецке, Туле, а также Тюмени. Эта выставка рассказывает о людях, которые так или иначе внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Все это делается в мультимедийном, очень простом и понятном формате, что немаловажно для понимания широкой аудитории. Например, этот стенд рассказывает об истории Ивана Новгородова, музейном работнике, который в годы войны расширял музейный фонд. Здесь можно ознакомиться с его фотоальбомом, послушать его историю и, что немаловажно, ее можно прочитать в формате автобиографии. Главной целью всероссийского проекта является выявление и сохранение памяти о деятелях искусства и культуры, внесших свой вклад в победу. В столице республики провели лекции, материалы из которых непременно дополнят экспозицию в дальнейшем путешествии по стране. Я, например, представляю муниципальный архив города Якутска, где хранятся документы одной очень крупной, стратегически важной в годы войны организации, это Якутской центральной электрической станции. И именно в годы войны я сегодня буду рассказывать о том, что именно женщины, которые остались вместо мужчин, которые ушли на фронт, они проявили свой огромный большой героизм и внесли свой большой вклад в дело победы. Тут затрагиваются такие темы, как развитие рыбной промышленности, почему именно рыбная промышленность, фонд обороны, фонд «Лошадь Красной Армии» или, допустим, как собирали средства на постройку танковой колонны социалистической Якутии. Ну, в общем, обширный список тем. Ну, конечно, все это сужено в рамках одной лекции, охватить все в подробностях и в деталях, конечно, невозможно, но в целом сам вообще дух времени и сами общие черты вот этой темы мы постарались охватить. Сбор данных представляет собой работу с архивными фотографиями, документами, фронтовыми письмами и воспоминаниями очевидцев. Волонтеры культуры посещают множество музеев, библиотек, мемориальных комплексов, а также встречаются с ветеранами и их потомками. Все это ради того, чтобы создать максимально подробные биографические очерки. Во-первых, это, конечно, мы делаем для нашего будущего поколения, для внуков, для правнуков Победы, да, чтобы мы помнили все. И чтобы это общее дело всего народа, да, осталось в памяти, стало наследием нашим. Выставка «Культура для победы» открыта для посещения в Национальном художественном музее столицы до 12 октября. Далее она отправится в Тюмень, где продолжит рассказывать о страницах истории нашей Родины. Анастасия Пуляева, Артумен Наговицын, Якутск. 100 лет назад в Якутии впервые поднялся одномоторный биплан «Сапвич», пролетев несколько минут. Первыми его пассажирами были писатель Платон Аюнский, участник гражданской войны Егоров и крестьянка Дмитриева. Через 4 дня «Сапвич» полетел из Якутска в Покровск и обратно. Сотрудники Мирнинского авиапредприятия авиакомпании «Алроса» поделились своими историями в честь юбилея. Перед каждым вылетом обязательно проводим предполетный осмотр воздушного судна.
самолеты нуждаются в медосмотре не меньше, чем пилоты. Он помогает вовремя выявить и устранить возможные неисправности. Эту науку Андрей Чернышов постиг в Кировоградском летном училище. Сразу после его окончания он начал работать в Мирном на Ан-24 и 26. Параллельно стал инструктором и перешел на Ту-154-134. Сейчас летает на Боинг 737. Жизнь пилота-инструктора уже 40 лет связана с расписанием полетов. А в этом году он отметит еще один юбилей – столетие якутской авиации. У нас в нашей работе нет ни праздников, ни выходных, ни дня, ни ночи. Все зависит от расписания. Отмечать будем трудовыми подвигами, вспоминать наших инструкторов, кто нас привел впервые на самолет. Вот. Отдавать дань, так сказать, воспоминаниям. И смотреть в будущее на молодежь, продолжать готовить молодежь. На всех типов воздушных судов Андрей Чернышов налетал около 22 тысяч часов. У его коллеги Евгения Доли налет поменьше. После выхода на пенсию 10 лет назад ветеран якутской авиации перешел на наземную работу – обеспечивать воздушную аэронавигацию, чтобы быть ближе к семье. Он трудится в Мирнинском авиапредприятии 30 лет. Самое яркое воспоминание, конечно, это приход в Мирнинское авиапредприятие. Самое мое становление здесь. Вот строй, холодно, зима, туман над городом. То есть, в общем-то, молодой специалист. На тот момент я считался таким. Здесь работали мои однокашники, 2 человека. Первые сюда приехали по распределению тоже. Мы с ними списались бумажными письмами. Они мне рассказали обстановку. В то время в авиапарке предприятия появились первые большие самолеты – Ил-76, а следом за ним Ту-154, 134 и Ан-38. Они составили компанию уже летающим с конца 70-х Ан-24. Регулярными рейсами самолеты летали по направлениям Москва, Красноярск и Ленск, а самыми популярными всегда оставались города Якутск и Иркутск. В суровых условиях полярной зимы и полярной ночи работают славные авиаторы Республики Саха. Почти всегда в экстремальных условиях. Сегодня авиалинии связали отдаленные наследия и Улусы с центром. По статистике, каждый житель республики трижды в год пользуется услугами воздушного транспорта. Сейчас же якутяне летают в 3 раза чаще тех, кто живет на материке. На это влияет и увеличенное количество дней отпуска, и желание провести его в теплых краях после затяжной зимы. Сегодня в Мирном строят новый аэропортовый комплекс. Его проходимость составит до 300 пассажиров в час. Это в 2 раза больше, чем в действующем аэропорту. Елизавета Седых, Мария Флоренци, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Выйти из кризисной ситуации или поднять уровень дохода помогает такой вид господдержки, как социальный контракт. Малообеспеченные граждане и безработные могут обратиться в управление соцзащиты населения с бизнес-планом и получить финансовую поддержку. Подробности у наших коллег. Это комбайн косметологический, предназначен для комплексного ухода за кожей лица и тела. Ольга Орлова с гордостью демонстрирует новое оборудование, которое она приобрела с помощью социального контракта. Я до этого работала в салоне, уже в косметологии я была на протяжении 3 лет, но хотелось именно своего развития и своего кабинетика. Поэтому это предложение было невероятно актуально на тот момент, и, естественно, я сразу согласилась. Раньше владеть собственным косметологическим кабинетом для девушки казалось неосуществимой мечтой. Но, узнав о социальном контракте, Ольга составила бизнес-план, собрала необходимые документы и сейчас успешно развивает свое дело. Для получения государственной субсидии важно, чтобы предприниматель тратил полученные деньги только на мероприятия, связанные с выполнением обязательств по соцконтракту. Для подтверждения целевого использования средств необходимо предоставить все чеки и договора. Данной поддержкой могут воспользоваться граждане, имеющие низкий доход ниже величины прожиточного минимума. Для того, чтобы обратиться, нужно подготовить бизнес-план. Обратиться можно в социальную защиту по месту проживания, многофункциональный центр «Мои документы», через портал государственных муниципальных услуг Е-Якутия, а также в администрацию поселения.
В этом году в Нерюнгри с заявлением на получение господдержки по социальному контракту на развитие собственного бизнеса обратились 39 человек. Большим спросом пользуются автомобильный сервис, косметологические и бытовые услуги. Денежные средства, полученные по социальному контракту, можно направить на открытие своего бизнеса, поиск работы, обучение для того, чтобы справиться с тяжелой жизненной ситуацией и выйти на стабильный и достойный доход. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. По всей России сегодня отмечают уникальный праздник, посвященный литературе и книгам – День чтения. Впервые его стали отмечать в 2007 году. Тогда, 24 ноября, была принята национальная программа чтения. Сами книги с самого своего первого появления стали хранилищем знаний истории. В них накопленный опыт человечества, будь то произведения классиков, научные труды ученых или даже технические записи. Считается, что читающий человек имеет больше объем памяти, быстрее анализирует информацию, обладает творческим воображением и ясно излагает свои мысли. Наша съемочная группа решила проверить, насколько читающими являются жители столицы. В последнее время, последний раз я прочитала это «Мастер и Маргарита». Это вот в прошлом году фильм вышел. Я решила это самое восстановить, так сказать, в памяти. Вот такую книгу прочитала. Очень полезно читать книги. Во-первых, это память очень хорошо восстанавливает память, укрепляет память. И самое главное, чтение, это оно способствует грамотности. Когда ты читаешь, ты видишь, как пишется это слово, оно у тебя в памяти остается, и потом уже ты не будешь делать ошибок, когда будешь даже печатать на компьютере это слово. Думаю, детектив, научная фантастика, все, что относится к людям 20 и 30 лет. Я редко читаю книги. Ни разу. Мне больше нравится фэнтези, и моя любимая книга это «Дом странных детей мисс Сапсан». Еще читала Дариана Грея. Мне не очень понравилось, если честно. Фэнтези читала, там Гарри Поттера по базе. Я вообще сейчас не читаю, а читала. Лескова читала, Лескова любила. Вот. И Вальтер Скотт. Это очень хорошо, что обратно возвращаемся к чтению книг. Потому что поколение молодежи, которое сейчас в школах учится, и потом заканчивают даже технические там вузы, например, любые вузы, они разговаривать не умеют. И это связано с чтением книг. Художественной литературы, публицистики, любых книг, кроме гаджетов. Это связано с культурой речи. Честно, не читаю вообще. Фильмы и сериалы интереснее мне, чем книги читать. Детектив, что-то такое. Ну, то есть криминал, вот такое читаю. С 1 по 7 октября Южно-Сахалинск стал яркой площадкой международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Этот праздник рукоделия и национальной культуры собрал более 220 мастериц из 40 городов страны. Среди участников делегации из 30 народных мастериц движения «Мир женщин Севера» во главе с народным художником Анной Зверевой. Фестиваль открылся торжественной церемонией в Центре народного творчества, а затем череда ярких событий. Мастер-классы от именитых мастеров, дефиле коллекций, шествия и творческие встречи. Особое внимание привлекла выставка якутских мастериц. Поток зрителей оказался настолько большим, что организаторам пришлось задержать от закрытия павильона. Публика открыла для себя неожиданные возможности лоскутного искусства. Оно может соединять ткань и мех, сукно и бисер, превращая привычные материалы в произведение искусства. Да, у нас цель была показать свои работы и получить опыт других. Посмотреть, как они шьют, как они работают, пообщались с другими, потому что мы впервые на таком большом мероприятии и очень благодарим наших руководителей, что нам позволили побывать на таком масштабном мероприятии. У них очень интересные работы, и техника разная у них. И очень понравилась книга, которая вышита разными нитками, и там сочетается вышивка и лоскутное шитье. И они такую книгу сделали по русским народным сказкам. Это было очень впечатляюще. Фестиваль прошел на очень высоком уровне. Присутствовали такие профессионалы высокого уровня. Наталья Меринцева из Санкт-Петербурга и Андрей Боровской.
с Москвы. Я как художник работала над проектом «Палитра лета», которую представили известная группа «Возрождение». На выставке были представлены работы не только кого-то, и еще с бисером сделанная работа Светланы Сидоровой. Очень интересный проект получился. Можно ли в зрелом возрасте восполнить ресурсы здоровья и улучшить самочувствие? Да, считают алданцы, которые занимаются дыхательно-суставной гимнастикой. Такая секция работает в рамках муниципального социокультурного проекта по поддержке пожилых, активное долголетие. По мнению образовавшейся команды, оздоровительной гимнастикой полезно заниматься в любом возрасте. Почему, узнали и наши коллеги. Движение есть жизнь. В этом Маргарита Гриневич убеждена твердо. Всю жизнь она преподавала в школе математику, а на заслуженном отдыхе продолжает подавать пример активности и энергичности внукам и правнукам. Маргарита Федоровна занимается плаванием и трижды в неделю посещает тренировки по дыхательно-суставной гимнастике. Это, во-первых, дисциплина. Это уже, знаешь, просыпаешься и думаешь, куда тебе идти. То на бассейн, то сюда. Это же дисциплинирует. И как бы мы же в возрасте-то, ой-ой, 9-й десяток, поэтому для меня это очень здорово. Неля Просункова тоже всю жизнь посвятила детям. Правда, ее воспитанниками были дошколята. С Маргаритой Федоровной Неля Васильевна дружат давно. В секцию дыхательной гимнастики, открывшуюся в прошлом году, приятельницы тоже пришли вместе. Первые результаты, по их словам, не заставили себя ждать. Во-первых, я держу себя в норме, у меня не повышается ни в килограммы, и все. И когда мы занимаемся всегда, то всегда чувствуешь себя очень таким сильным. Секция по дыхательно-суставной гимнастике образовалась в рамках муниципального социокультурного проекта «Алданское активное долголетие». Тренировки проводит Николай Ташлыков. Ранее он преподавал искусство ушу школьникам. В работе с представителями серебряного возраста тренер использует комплекс оздоровительной гимнастики тайцзи-цюань, являющийся одним из видов ушу. У кого малоподвижный образ, большой застой в нижних конечностях, в ногах. И чтобы поднять кровь к головному мозгу, это надо очень поработать хорошо. И мы над этим работаем. И вот кто занимается тайцзи-цюань и вообще дыхательной гимнастикой, у него кровообращение лучше. И от этого все пошло оздоровление вообще внутренних органов. Нормализация артериального давления, улучшение кровообращения, укрепление костно-мышечной системы, повышение предела выносливости – ценность тренировок переоценить невозможно. По мнению и тренера, и спортсменов, дыхательно-суставная гимнастика будет полезна в любом возрасте. Лучше не ждать, когда у вас проблемы будут с суставами. Лучше вообще начинается это с любого возраста, по идее-то. И это фактически это фундамент. И потом уже идет больше и больше. Как вот дом строится на фундаменте, на хорошем, тогда и все пойдет дальше. Да, вот. Не будет рассыпаться, как карточный домик. Летом занятия по дыхательно-суставной гимнастике проходят на свежем воздухе. С наступлением холодов тренировки проводятся в зале Дома культуры. По мнению жительниц Алдана, наряду с несомненной пользой для здоровья, важным является общение в группе. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске дали старт соревнованиям «Игры предков». Турнир собрал 37 юных спортсменов из 11 районов республики. Спортсмены будут бороться за победу в традиционных якутских видах спорта. Тех, что берут начало в глубине веков и передаются от поколения к поколению. Подробности далее. Одна из самых зрелищных и самобытных дисциплин – якутские прыжки. Этот вид спорта требует не только физической подготовки, но и сноровки, выносливости. Юные спортсмены, учащиеся школ республики. Для некоторых это первый крупный старт. Однако настрой у ребят боевой. Ведь здесь соревнуются не только в силе и ловкости, но и в умении хранить традиции своего народа. Я сам занимаюсь якутскими прыжками. Из-за этого вид устюгулюсь. Будет для меня легче. Ну, я думаю, надеюсь, что займу первое место в этом виде. И, дальше как само все пойдет. В любых соревнованиях конкуренция будет высокой. И все хорошо подготовлены, я думаю. Игры предков я занимаюсь с 2023 года. И каждый год занимаюсь. В прошлом году я в играх предков занимала первое место, и в этом году в Улусном тоже заняла первое место.
Думаю, что все пройдет гладко. Помимо спортивной составляющей, организаторы делают акцент на творческой. Одним из нововведений соревнований стало добавление этапа «Визитка», где спортсмены показали творческие номера. Также спортсмены продемонстрируют свое мастерство в вертушке, масс-рестлинге, борьбе хапсагай, играх хаблык и хамыска. Фестиваль «Игры предков» проводится в Якутии уже в 22-й раз. По результатам предыдущих игр мы видим, что есть положительная динамика на проведение этих соревнований. Вот. И в школьных соревнованиях тоже они очень много добавили. Вот якутская вертушка. Вот тут уже очень показательно видно, что все показали очень высокий результат. Но в этом году, да, тоже надеемся на высокие результаты. Игры предков завершатся 10 октября. Победители ждут награды, но главный приз – это возможность прикоснуться к традициям и почувствовать связь с корнями. Ведь, как говорят здесь, чтобы идти вперед, нужно помнить, откуда ты родом. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.